والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Валлахи, этот аят говорит нам о том, что нет у нас времени для того, чтобы пребывать в беспечности, в пустословии, в пустоделии, что нужно спешить. Разумный человек, тот, который готовится к своей вечной жизни. Если двое окажутся в каком-то далеком городе, и им сказано будет изначально: вы здесь в гостинице, на постоялом дворе, вы здесь на неделю или на 2. После этого вам предстоит отправиться в конечный пункт назначения. И один из них будет относиться к своему жилищу в гостинице как к временному жилищу. Он будет понимать, что он здесь временно, да, он будет поддерживать порядок в своей комнате, но он не будет пытаться укорениться там, потому что укорениться невозможно. Изначально сказано: ты уйдешь отсюда, невозможно остаться здесь. Он готовится к своему путешествию, к своему конечному пределу. Другой начинает перестраивать свою комнату, делать там какие-то перегородки, пытается завязать какие-то многочисленные знакомства в этом городе, укорениться там. Зачем? Зачем, если ты знаешь, что через неделю или 2 тебе нужно отправиться туда, отправление куда неизбежно? Кто из этих двух будет разумным? Тот, кто будет спешить и совершать праведные деяния, или другой, который пытается привязаться к этому миру, и на сердце которого пелена? И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он говорит в хадисе: «Ман хафа адладж». Тот, кто боится, тот спешит пройти расстояние, спешит выступить в путь в начале ночи. То есть, если человек боится в этом мире, он боится ада, и он хочет рая, то нужно спешить, как путник, который должен выступить в начале ночи. И далее пророк ﷺ говорит: а тот, кто выступит в начале ночи, тот успеет добраться до дома. Тот доберется до своего дома. И далее пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Аля инна силь'ат Аллахи галия, аля инна силь'ат Аллахи джанна». О, поистине товар Аллаха дорогой. Товар Аллаха дорог. Поистине товар Аллаха — это рай. Это достоверный хадис. Шейх Аль-Альбани назвал его достоверным. Аллах субхану ва тааля описывает рай. И пророк, алейхиссалату вассалам, описывает рай в своей сунне. И Аллах субхану ва тааля говорит о прелестях рая и о его блаженствах. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в хадисе, который называется хадис Кудси, то есть хадис, где передаются слова Аллаха субхану ва тааля. Всевышний говорит: «А'датту ли'ибади салихин ма ла айна раат, ва ла удуна самиат, ва ла хатар аля бали». Я приготовил, говорит Всевышний, для своих праведных рабов то, что не видело ни одно око, и не слышало ни одно ухо, и что не могло даже представиться сердцу кого-либо из людей. И далее пророк, алейхиссалату вассалам, прочел слова Аллаха субхану ва тааля: «Фаля та'ламу нафсу ма ухфия лахум мин куррати а'юн джаза'ан бима кану я'малун». И не знает душа, что уготовано ей из услады очей, из наслаждений, в награду за то, что они делали. И говорили предшественники: спастись от ада можно через прощение Аллаха, войти в рай через милость Аллаха. А распределение степеней в раю в зависимости от деяний. У кого лучше деяния, у кого лучше поступки, у того выше его положение в райских садах. Один из предшественников, Ахмад ибн Харб, он сказал: «Я аджаба, удивляюсь я людям, которые знают, что над ними украшается рай, а под ними разжигается адский огонь, и при этом они спокойно спят между ними». Ибн Аль-Каим говорит: как можно назвать разумным человека,
который продает рай за сиюминутное наслаждение этого мира. Клянусь Господом Каабы, рай это сияющая жемчужина, рай это свет, это трепещущий базилик, это прекрасные дворцы и дома, это золото и серебро, и одежда из шелка, это прекрасные жены, это пребывание в обители вечности, откуда нет ухода и где нет смерти. Рай по-арабски джанна. Джанна. Само изначальное значение слова джанна значит сад. Сад. Но что такое джанна, о котором сказано в раю? Джанна – это та обитель, то место, которое уготовил Всевышний Аллах для своих верующих рабов, единобожников, праведных, поклоняющихся Аллаху Субхану ва Тааля, богобоязненных. Ибн Аль-Кайим говорит, у рая много имен. Да, рай он один, но у него много имен в зависимости от его качеств. Назовем некоторые имена рая, которые встречаются в Коране, чтобы мы знали, как называется то место, которое есть истинная наша Родина, куда и нужно стремиться вернуться. Первое название это Аль-Джанна, то, которое мы сказали. Удхулул джанната бима кунтум та'малун. Войдите в рай за то, что вы совершали. Аллах Субхану Тааля назвал Джанна. Другое название Дарус Салам. Обитель мира. Что значит мира? То есть нет там горя, нет там недостатка, нет там переживания и печали. Дарус Салам. Валлаху ядру иля дарис салам, сказано в Коране. Аллах призывает к обители мира, дарус салам. Джаннатуль хульд, другое название. Джаннатуль хульд, сады вечности. Азалика хайрунам джаннатуль хульд. Это ли лучше, говорит Аллах, или сады вечности? Другое название даруль мукама. Даруль мукама – обитель постоянного пребывания. Аллази ахаллана даруль мукама. Сказано в Коране, Аллах, который поселил нас в обители вечности, даруль мукама, вечного пребывания. Еще одно название в Коране Джаннатуль Ма'ва, сад прибежища. Инда Джаннатуль Ма'ва, говорит Всевышний, там у лотоса крайнего предела есть Джаннатуль Ма'ва, есть сад прибежища. Джаннату Адн, другое название, сады Адна, встречается во многих аятах в Коране, это название. Еще одно название Аль-Фирдаус. Аль-Фирдаус. Аллазина ярисуна аль-Фирдауса хум фиа халидун. Те, которые наследуют Фирдаус, и они в нем пребудут вечно. Еще одно название Джаннатун Наим, сады благодати, сады блаженства. Инна аллазина аману ва амилу салихати лахум джаннатун наим. Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, им сады блаженства. Аль-Макауль Амин, еще одно название. Место безопасное. Место безопасное. Еще одно название Макаду Сидк. Место истины. Седалище истины, как об этом указывается в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Лиллазина аттакау инда раббихим джаннатун таджри мин тахтиха аль-анхар». Тем, которые богобоязненные, для них у их Господа сады, внизу которых текут реки. «Халидина фиха ва азваджу мутаххаратун ва ридванун мин Аллах». И им чистые жены, и им довольство от их Господа. «Валлаху басирун биль ибад». И Аллах, Он видит своих рабов. Сподвижник по имени Сахаль ибн Са'д ас-Са'iди, он говорит, пророк алейхиссалату вассалам сказал такие слова. Он сказал, то место, которое занимает плетка, кнут кого-либо из вас в раю, такое место лучше, чем весь этот мир и все, что есть в этом мире. И говорили предшественники, этот мир в сравнении с вечным миром, его блаженством, его благодатью можно сравнить, чтобы понять, как сравнить, как песчинка в этом мире в сравнении со всеми горами земли. То, что мы сказали, это было общее описание рая. Давайте немножко углубимся
в это благое лучезарное море аятов Корана и хадисов пророка, алейхиссалату вассалам, которые рассказывают нам о рае. Итак, первое, что мы скажем про рай. Рай – это то угощение, то место пребывания, которое дано в наследство Аллахом праведным рабам, верующим рабам. Мы сказали с вами, что рай – это дорогой товар Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна ладина аману ва амилу ссалихати канат лахум джаннатуль фирдаус». Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, для них сады Фирдауса, нузуля, в качестве угощения. А где живут обитатели рая? Каковы их дома? Поистине, дома обитателей рая, как сказано в Коране, это благие дома. «Умасакина таибатан фи джаннати адн». И им будут благие жилища в садах Адна. Эти жилища в раю, они называются гуров, называются горницы. «Уляика южзауна аль-гурафа бима сабару». И им будут даны горницы за то, что они терпели. Аль-Гурав, что это за горницы? Пророк, алейхиссалату вассалам, описывает эти горницы, эти дома жителей рая. Он говорит, эти горницы таковы, что снаружи видно, что внутри. Изнутри видно, что снаружи, то есть столь прекрасные, прозрачные, чисты они. И Аллах приготовил эти горницы для тех, кто кормит бедняков, и тех, кто произносит мягкие слова, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. И тем, которые много постятся, и тем, которые молятся, совершают намазы ночью, когда люди спят. Также говорит Аллах Субхану ва Тааля, что в Коране есть, помимо горниц и домов, есть еще шатры. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хурун максуратун фил хиям». Там есть девы, которые удерживаются в шатрах, аль-хиям. Эти шатры, как говорит пророк, алейхиссалату вассалам, что за шатры в раю? Он говорит, шатер в раю – это жемчужина полая, то есть жемчужина, внутри которой пустое пространство, и длина этой жемчужины 30 миль. 30 миль, и в каждой части есть семья для человека, которую не видит никто, кроме него. Из чего построены эти дома? Пророк, алейхиссалату вассалам, спросили об этом, сказали, каковы здания в раю, из чего они построены. И сказал тогда пророк, алейхиссалату вассалам, «Лабинатун мин захаб, ва лабинатун мин фидда». Один кирпичик из золота, а другой из серебра. А скрепляются эти кирпичи раствором из мускуса. А камушки в раю – это жемчужины, и это яхонт. А земля там – это шафран, и тот, кто войдет туда, тот будет вечно счастлив и никогда не испытает несчастья. Тот будет жить вечно и никогда не умрет. И он останется молодым всегда, и не будет тлеть его одежда. То есть не будет изнашиваться одежда его, и он останется там молодым всегда. Посмотрите, чего боятся люди. Каждый из нас, если спросит себя откровенно, чего он боится? Он боится того, что постигнет его какое-то несчастье в детях, в имуществе или еще в чем-то. Он боится, что он умрет, страх смерти, который мучает очень многих. Он боится, что он заболеет. Он боится, если стлеет эта одежда, что дальше он будет носить. Он боится за свою молодость, когда видит, что все больше и больше седин в бороде и в волосах, и что ноги уже не держат, как прежде, начинает испытывать страх перед старостью. В раю человек избавлен от всех этих переживаний. И двери рая, врата рая, они открыты широко, джаннати адни муфаттахатан лахумул абваб, сады Адна, двери, врата которых раскрыты для них, для верующих. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, тот, кто тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля 2 вида имущества, или совершает 2 вида поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, на пути Аллаха Субхану ва Тааля, то того позовут из дверей рая. И будет сказано ему: «О раб Аллаха, это благо». И дальше пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, если человек много молился, совершал намаз,
много, то его позовут из ворот войти во врата, которые называются врата ас-сала, врата намаза. Если он, который усердствовал на пути Аллаха Субхану Тааля и сражался на пути Аллаха Субхану Тааля, его позовут из ворот, которые называются бабуль джихад. Если он постился много, то его позовут из ворот, которые называются бабу райян. Если он давал садака, много и тратил на пути Аллаха Субхану Тааля, давал милостыню, то его позовут из двери садака. И посмотрите, когда сподвижники услышали это не просто им интересно, а вот есть врата в раю, и вот зовут из разных в разные врата войти. Нет, сразу, а как, а что? И Абу Бакр говорит, а если человек делал все это, то есть если его позовут войти во все эти врата одновременно, то есть человек, значит, и постился много, и молился, и давал садака, и усердствовал на пути Аллаха Субхану Тааля. Если позовут человека во все врата, спросил Абу Бакр, может ли быть такое, что сказал пророк алейхиссалату вассалам? Он сказал, да. Да, и я надеюсь, Абу Бакр, что ты будешь из таких людей. Посмотрите, стремление Абу Бакра, не привязанность к этому миру, а стремление высшее, помыслы высшие. И сказано, в раю есть 8 врат. И есть врата, которые называются райян, в которые войдут только те, которые постились. То есть для постящихся, лежащих по разу. Рай, он не одинаков во всех своих местах. Рай, он имеет степени, и много степеней. Много степеней, как на это указывается в Коране, и в Суне пророка алейхиссалату вассалам. Пророк алейхиссалату вассалам говорит, люди в раю будут видеть над собой горницы, то есть обиталища других людей, очень высоко над собой, где-то. Также, говорит он, как вы здесь видите звезду на рассвете. На рассвете уже не видно звезд, видно только самые яркие звезды. Вы видите эту звезду со всех концов, на небосклоне, на востоке, на западе. Вы видите, вот так же будут такие обитатели высоких степеней в раю, и их горницы, их обиталища будут так высоко, люди будут смотреть на них, как мы здесь смотрим на звезды. Люди тогда сказали, почему? Потому что такие разные степени в раю. Люди сказали у посланника Аллаха, наверное, это степени кого? Пророков. И другим невозможно достичь этих степеней. Пророк алейхиссалату вассалам сказал, «Валладзи нафси бияди, бала валладзи нафси бияди». Нет, не так. Клянусь тем, в чьей длани, в чьей руке моя душа, риджалун, аману билляхи ва саддакуль мурсалин. Это для людей, которые истинно уверовали в Аллаха и истинно верили пророкам. А реки в раю? Что это за реки в раю? Удивительные реки. Аллах Субхану ва Тааля называет в Коране 4 вида рек в аяте суре Мухаммад, и говорит Субхану ва Тааля, «Масалу джаннати, аллати уида аль-муттакун, фиха анхар». Рай, который уготован для богобоязненных, в нем есть реки. Какие? «Мимма ин гайри аси». Из воды, которая не портится. Вода в этом мире, если она стоит долгое время, зеленеет, появляется запах. Вода, которая не портится, сладкая, вкусная вода. И реки из молока, вкус которого не изменяется. Это не молоко, которое получают от коров или коз, которое образуется между кишками и кровью. Нет, не из вымени, и не портится, и не киснет. Далее сказано, «Ванхару мин хамри ляззати лишшарибин». И реки из вина, вкусного для пьющих. Это называется вино, но это не вино этого мира. То вино, оно вкусное. У него нет неприятного запаха, неприятного вкуса. От него человек не пьянеет и не болит у него голова. И четвертое, это реки из меда очищенного. Очищенного, то есть нет в нем каких-то примесей, воска, пчел, палочек и так далее. Это чистый мед, удивительный мед. И есть река, которая называется Аль-Каусар. «Инна артайнака Аль-Каусар», сказано в суре, «Мы дали тебе Аль-Каусар». Сподвижники спросили, какой-то Анас бин Малик, спросили пророка алейхиссалату вассалам, Аль-Каусар, что это Аль-Каусар? Пророк алейхиссалату вассалам сказал, это река, которую даровал мне Аллах
такова, что вода в ней, она белее, чем молоко, и слаще, чем мед. И там есть птицы, шеи которых словно шеи верблюдов, то есть огромные птицы. Реки рая, они начинают свое течение, то есть берут исток в самых верхних пределах рая, и потом стекают оттуда до самых нижних пределов рая. Как об этом сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Сказано, если просите у Аллаха, то просите у Аллаха рай аль-фирдаус, потому что фирдаус это та часть рая, которая лучшая часть рая, самая высокая часть рая. Над ней, над фирдаусом, престол всемилостивого Аллаха, и оттуда начинают течение свое реки рая. Причем реки рая, как об этом сказано в книгах по тафсиру, они не имеют русла. То есть не текут по углублениям, они текут по поверхности земли и при этом не разливаются при святом Аллахе. И они текут туда, куда человек хочет, чтобы они текли. По желанию верующих. И в раю есть много источников, и названы среди источников рая в Коране ат-Тасним, и Сальсабиль, и другие источники. И источник Ма'ин, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ютафу алейхим бика'си мин Ма'ин», обходят их с кубком, питье в котором из источника Ма'ин. Это питье, оно белое, оно вкусное для тех, которые пьют. «Ля фиа гауль варахум анамун юнзафун». В этом питье нет ничего дурного, и от него не пьянеют люди. Субханаллах. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, «Васафаху раббухум шарабан тахура», и напоит их Аллах питьем благим. Что это за благое питье, которым напоит Аллах Субхану ва Тааля верующих в раю? Говорит Мукатиль, один из муфассиров Корана, он говорит, это такой источник у входа в рай. Те, кто выпьет воды из этого источника перед входом в рай, из его сердца уходят все остатки зависти, все остатки злобы. А лучший из источников в раю – это источник Тасним. Тасним, а слово санам, то есть самый высокий. Это самое лучшее, что есть в раю из источников. И сказано в Коране, что из этого источника, из источника Тасним, пьют самые приближенные к Аллаху рабы. Они пьют из этого источника что выходит из этого источника? Без каких-то разбавлений. Чистое питье из этого источника. А для других, для тех, которые ниже степенями, чем они, из этого источника в их питье добавляют лишь добавку. Лишь как приправу к их питью. Это что касается источников в раю. Что же касается плодов рая, то плоды рая, они многочисленные, разнообразные. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, «Куллама рузику минха мин самратин, ризкан калу хаза ма рузикна мин кабл, уту биhi муташабиха». Каждый раз, когда им дают плоды в качестве надела, то есть обитателям рая, они говорят, это было дано нам раньше, но им дано нечто подобное. Что это значит? Муфассиры говорят, это значит, что плоды, они каждый раз новые виды их. Каждый раз новые виды. И люди, когда их угощают этими плодами в раю, они думают, что по виду, раз они похожи, что это такие же плоды, но это другие плоды. И сказано, им дается подобное. То есть все они по качеству своему прекрасные. То есть нет того, что есть хорошие плоды, есть плохие плоды. Это в этом мире мы какой-то сорт яблок не хотим, говорим, это дешевый сорт, это дорогой сорт. Там нет. Там все плоды, они самого высокого качества, самые прекрасные плоды. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, и близка тень к ним, то есть к верующим в раю, и опускаются к ним плоды низко. Что это значит? Ибн Аббас, когда Аллах Та'аля говорит, это значит, что как только человек в раю захочет какой-то плод, ему не нужно идти к дереву и собирать этот плод или лезть на дерево. Эти плоды, ветви опускаются низко к нему сами, ему только остается взять и съесть этот плод. А еда в раю, как сказано, что пожелает человек. Аллах Субхану Тааля называет некоторые виды пищи, которые есть в раю.
Аллах Субхану Тааля говорит: «Валахми тайрин мимма яштахун». И там есть мясо птиц, которые они хотят. То есть, какой ты хочешь мясо птицы, в каком виде ты хочешь. Тебе это дается. Первое, что съедят люди, чем их угостят в раю, это будет верхушка печени кита, как это сказано в хадисе Саубана. Саубан говорит: однажды я сидел у пророка алейхиссалату вассалам, и пришел иудейский раввин. Иудейский раввин и начал задавать пророку алейхиссалату вассалам вопросы. И один из вопросов был его: первое угощение для тех, кто войдет в рай, будет что? И пророк алейхиссалату вассалам сказал ему тогда: «Зиядату кебедиль худ». Это будет верхушка, то есть самая лучшая часть печени кита. А что затем будет дано им? Пророк алейхиссалату вассалам сказал: а затем зарежут для них быков, таких, которые паслись в раю, в разных частях рая. А какой источник там? Пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Айна фиха тусамма сальсабиля». Это источник, который называется сальсабиль. И еда в раю, она не кончается. И не запрещена. «Укуля адаима», сказано в Коране. «Укуля адаим», то есть еда в раю, она вечная, она постоянная. Еда в раю, она не похожа на еду в этом мире. Когда мы едим еду в этом мире, обязательно после этого бывает выделение. Человек либо малую нужду справляет, либо большую нужду справляет, либо еще как-то. В раю нет. В раю в кишках не остается еды, как в этом мире. Нет этих выделений. Так говорит пророк алейхиссалату вассалам. Он говорит: люди в раю едят и пьют, но они не сморкаются. То есть не выделяется у них слизь. И не справляют большую нужду, и не справляют малую нужду. Но эта еда, говорит он, единственная выделяется, она как в виде, сказано, отрыжки, которая представляет собой пары. А пары эти запахом мускуса. И внушено им, обитателям рая, произносить тасбих и такбир, то есть говорить субханаллах, Аллаху акбар, так же, как внушено дыхание. То есть, как мы здесь дышим непроизвольно, так внушено нам, заложено в нас дышать. Так в раю люди будут говорить субханаллах, Аллаху акбар, так же, как мы здесь, в этом мире, дышим. И добавляться будет в питье обитателей рая кафур, камфора, и будет добавляться занджабиль, как сказано в суре Ниса. В суре Ниса вначале сказано, что в их питье добавляется камфора, кафур, а потом сказано занджабиль. Но Аль-Каим говорит: удивительно. Камфора, конечно, не как камфора в этом мире. Райская камфора, она дает напитку что? Дает напитку прохладу и прекрасный запах. А занджабиль, он дает напитку теплоту и дает прекрасный запах. И сочетание вот этих двух вещей, камфоры и имбиря, оно есть самое лучшее сочетание. Сначала одно, потом другое. Они дополняют друг друга. Сказано. А что будет одевать обитатели рая? Обитатели рая одевают прекрасные одежды, как сказано в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алейхим сиябу сундусин худрум ва истабрак». И на них одеяния из сундуса зеленого и истабрака. Что это такое? Сундус и истабрак. Говорит Аззаджадж, это шелк, но два вида шелка. Цвет каков? Самый прекрасный цвет, потому что он услаждает глаза. Дает удовольствие глазам. И он же, этот шелк, удовольствие для тела, потому что он мягкий, потому что он прекрасный. Аль-Бара ибн Азиб говорит, что однажды пророку алейхиссалату вассалам принесли в подарок шелк. Шелковую одежду. И люди начали трогать эту шелковую одежду и удивляться, и говорить: такого мягкого материала, нежного, мы никогда не щупали руками. Пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Атаджабуна мин хаза». Вы удивляетесь этому шелку? «Ляманадилю Саад бн Муаз фил джанна ахсану мин хаза». Салфетки Саада бн Муаза в раю лучше, чем это. Только салфетки Саада бн Муаза в раю лучше, чем это. И одежда в раю, она не тлеет и не изнашивается, как мы говорили. А женщины в раю это не как женщины в этом мире. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вазавваджнахум бихурин ин». И сочетаем мы их на хур-ин. Кто такие хур-ин? Хур-ин это молодые девы. Молодые девы, качество которых, что они сверстницы, что они любвеобильные, что они не имеют каких-то выделений
или месячных циклов, что они, девственницы, никто не касался их ранее, до этого человека. Кожа их бела и прекрасна, и чиста. А почему они называются хурун? Хур значит, что склера глаз, она очень белая, поражает своей белизной, а зрачок очень черный, поражает своей чернотой. Сам зрачок. Они, значит, большеглазые, что эти девы, они большеглазые. И сказано, и им в раю будут девы пречистые, очищенные. Ибн Аббас говорит, очищенные, значит, нет никаких выделений. Нет никакой грязи у них, какой-то менструации и так далее. И Аллах Субхану Тааля говорит, мы их сделали девственницами. Никто не касался их ранее. Урубана траба, любвеобильными и сверстницами для асхабиль-ямин, для обладателей правой стороны. И сказано, они, эти девы, похожи на сокровенный жемчуг. Посмотрите, жемчуг, если он сокровенный, лежит в раковине, еще не касались его солнечные лучи, не касался воздух его. Он внутри раковины, нет никаких примесей, никакого замутнения, прекрасный чистый жемчуг. Таковы женщины рая. И они находятся в шатрах, так что никто не смотрит на них, кроме этого человека. И Аллах Субхану Тааля говорит, фигинна касирату тарф, в них, в этих садах есть касирату тарф. Касирату тарф, то есть те, которые потупляют свои взоры, эти женщины, их не касался до этого, не нарушал их девственности, до этого ни человек, ни джин. Они, которые похожи по своей чистоте на яхан, и по тому, насколько они румяны, они похожи на коралл, на льва. Женщина, чтобы ей войти в рай, для нее есть бушра, радостная весть от пророка алейхиссалату вассалям. Он говорит, если женщина будет совершать свои 5 намазов, как это положено, и будет поститься в месяц Рамадан, как это положено, и она будет соблюдать чистоту свою, целомудрие блюсти, и будет покоряться, слушаться своего мужа, то тогда будет сказано ей, войди в те врата рая, в те из ворот рая, которые ты пожелаешь. А если в раю рынки? Да, в раю есть рынки. Но это не те рынки, как здесь. Люди ходят на рынки, потому что там они собираются и решают свои какие-то нужды, потребности и так далее. Но в это, когда мы входим сюда, что рынок такой? Рынок здесь – это одно из самых грязных мест, где мы просим Аллаха блага этого рынка и просим Аллаха защиты от зла этого рынка. Но в раю хоть и называется это как рынок, но это не рынок в нашем понимании. Это то место, куда устремляются с радостью люди, желая увидеть ту красоту, которая там есть, и ту прелесть. И они приходят туда, на эти рынки, и сказано, выпадает дождь из мускуса и благовоний, и дует ветер в их лица, благой ароматный ветер. Так что они становятся еще красивее, чем были раньше. Они слышат голоса прекрасные, там, и слышат благозвучие. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, есть там рынки в раю, люди приходят туда в день джума, а в день пятницы, и дует северный ветер в их лица, и на их одежду они становятся еще прекраснее, еще красивее. Они приходят к своим семьям, и те говорят, после того, как мы расстались с вами, вы стали еще красивее. Они говорят своим женам, своим семьям, и мы, после того, как расстались с вами, видим, что вы стали тоже еще красивее. Пусть Аллах Субхану Тааля наделит нас этими благами рая. И войдут туда, как сказано в хадисе, люди, первая группа войдет в рай, облик их будет как месяц в ночь полнолуния. А затем те, которые войдут после него, облик их будет как звезда, которая сияет на небосклоне, освещает его. Но все эти красоты, о которых мы сказали, все эти прелести наслаждения, выше всего этого и главнее всего этого ридван Аллах, варубьятуллах, довольство Аллаха и лицезрение Аллаха. Самое лучшее, что будешь испытывать ты в раю, если войдешь туда, это то, что тобой будет доволен Аллах. Ты будешь жить там, зная, что тобой доволен Всевышний Аллах. Как сказано в хадисе, скажет Всевышний Аллах обитателям рая, о обитатели рая. И они скажут, о наш Господь, мы перед тобой. Он скажет, обитатели рая, довольны ли вы? И они скажут, а почему нам не быть довольными, если ты дал нам то, что не дал никому, кроме нас, из твоих творений?
а хотите, чтобы я дал вам лучше, чем это? Они скажут, а что еще может быть лучше, чем это? И тогда скажет Аллах Субхану ва Тааля, ухиллю алейкум ридвани, я низведу на вас довольство свое, фаля астату алейкум ба'даhu абада. И после этого уже никогда не буду гневаться на вас. И пророк алейхиссалату вассалям говорит, когда люди войдут в рай, обитатели рая, спросит Аллах Субхану ва Тааля, добавить ли вам еще что-либо? Они скажут, о наш Господь, разве Ты не обелил наши лица? Разве Ты не спас нас от адского огня? Разве Ты не ввел нас в рай? Разве Ты не спас нас от горения в аду? Что тогда скажет Аллах Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля откроет хиджаб, откроет завесу, и тогда увидят люди своего великого Господа, как сказано в хадисе, и сказано, и ничего лучше, чем это, любимые желания для них, чем возможность видеть Аллаха Субхану ва Тааля и Господа, не будет им дано. Это есть самое высшее наслаждение, возможность взирать на Аллаха Субхану ва Тааля. Это есть предел счастья, и выше этого человеку нет никакого наслаждения для того, чем лицезреть их великого Господа. То, что же мы сказали из вещей, сотворенных в раю, да будет известно вам, братья, что это лишь названия. Это названия. Они такие же, как названия вещей в этом мире, но по сути своей это несравнимо с тем, что есть на земле, как сказано в хадисе. Ибо сказано, даже не приходило на ум человека. Что бы ты себе не представлял, как бы ты не удивлялся и не воображал себе, что есть в раю, то, что есть в раю, оно выше, оно прекраснее, наделит нас Аллах Субхану ва Тааля этим.